Селям алейкум, Дуслар. Ну что ж, наконец-то мы снова к вам вернулись. Ваша любимая кулинарная передача Хран Татар Емеклері. И, как вы можете заметить, мы в супер красивой, супер атмосферной локации под названием Дервишево. Хозяин этого чудесного места Рустем Ага Дервиш неоднократно был ведущим этой передачи. У него были супер классные выпуски про чебуреки, про хазан-кебаб, про хамси-тава. Посмотрите их обязательно. Ну а сегодня мы приготовим для вас очень интересное блюдо под названием нохотлы кёфте. Блюдо из нохута мы уже делали. Оно называется нохотлы эт. И посмотреть вы его сможете по ссылке, которую мы оставим в описании к этому ролику. Но сегодня оно будет несколько другое. Специально для этого мы подготовили для вас фурон, хазан. Вас ждет что-то интересное, что-то очень вкусное. Но я думаю, самые догадливые из вас наверняка поняли, что главную скрипку у нас сегодня будет играть нохот, а также кёфте. И некоторые могли бы подумать, что у нас будут кёфте или фрикадельки или котлеты, смотря как вы привыкли понимать это слово, у нас будут из нохута. Это не так, Достлар. В Турции иногда мы можем видеть кёфте из нохута, или, например, в странах Ближнего Востока, там везде оно называется по-разному, в основном оно более известно как фалафель. Но у нас будут фрикадельки из мяса. Поэтому тоже, чтобы время не терять, мы подготовили хайма. И сейчас я нарезаю лук для того, чтобы смешать это все. Итак, все у нас просто. Не будем вас томить лишней информацией. У нас тут мясо, лук, соль, перец. Мы это все смешиваем, отбиваем и формируем из этого фрикадельки. У нас сегодня предполагается много этапов в приготовлении этого блюда. Поэтому мы максимально сократили подготовку к нему. Важный момент, который нужно проговорить. Нохут уже у нас, Дослар, готов. Что делать с нохутом? Вы также можете посмотреть в выпуске про нохотлы эт, как его правильно подготавливать. В 2 словах: мы его предварительно на ночь замочили, более 8 часов он пролежал в воде. Потом мы его варили около часа, чуть больше, чуть меньше. И перед готовкой, перед тем, как он был практически готов, мы посыпали его солью. И вот наш замечательный, вкусный, сегодня такой, кстати, свежий, реально классный нохут нам попался. Он уже готовый, ожидает своей очереди. Но до него нам еще довольно далеко. Сейчас, я напоминаю, мы готовим хайма. Потом мы подпалим огонь под казаном. Будем обжаривать наши фрикадельки. А после фрикаделек мы будем обжаривать поджарку, если так можно выразиться. Будем готовить поджарку для этого блюда. И вот так вот оно будет состоять из таких вот 3, что ли, больших ингредиентов. 3 больших слоев. Это нохот, это фрикадельки, то есть кёфте, наша поджарка. И все это вместе отправится в фурон, где будет запекаться. Достлар, блюдо очень интересное и очень вкусное. Да, оно не очень, наверное, простое в приготовлении, хотя оно довольно простое, просто много времени на это придется потратить. Оно довольно трудоемкое, но оно того стоит. Мясо у нас уже заранее было прокручено. Потом мы добавляем туда специи. Все это дело хорошенько перемешиваем между собой. Отбиваем, чтобы вышел лишний воздух. И отправляем отдыхать в холодильник. Так, пока столько будет достаточно. Так, все это отправили внутрь. Добавили специи, те, которые вы любите. Минимальный набор — это, конечно же, соль, перец. Я люблю добавлять зиру и кориандр. Итак, Дослар, все это дело тщательно между собой перемешиваем. Можно добавить немножко ледяной воды,
для придания сочности, но для фрикаделек, наверное, это не обязательно. Также еще один момент, который надо бы проговорить относительно фарша, но я это делать не люблю. Некоторые люди добавляют немножечко яйца и муки. Это позволит фрикаделькам скрепиться между собой сильнее, быть более плотными. Но я, честно говоря, подобный подход не очень люблю, не приветствую. Я этого вам делать не рекомендую. Вы, если хотите, конечно же, этим можете воспользоваться с удовольствием. Итак, соль, перец. Итак, все. Достаточно мы наше мясо отбили. Отправляем его отдыхать в холодильник, а сами будем разжигать пламя под казаном. Так. Отдельная тарелка для наших готовых кёфте. Сейчас будем формировать шарики наши. Мы наливаем слегка растительного масла в тарелку и скатываем подобным образом вот такие кёфтелер. Вот такая симпатичная красота у нас получилась. Фрикадельки наши мы слепили, кёфтелер готовы. Сейчас проверим масло, и если оно достаточно горячее, будем отправлять все это уже на обжарку. Ага, есть. Супер. Тогда будем обжаривать это все. Аккуратно, Дуслар, здесь можно очень легко обжечься, поэтому делайте это по стенке казана, не бросайте в кипящее масло ваш кефтелер. Хорошо. Нам здесь их не нужно приготовить окончательно, то есть не сильно будем мы их зажаривать. Как только они примутся такой золотистой корочкой, все, тут же мы их достаем и отправляем отдыхать, потому что они еще будут доходить в фуруне. Поэтому как только они прижарились, помешивайте, смотрите. Как только они прижарились, достаем их, извлекаем и убираем пока что, откладываем. Пламя нам нужно более активное. Ой, какие они красивенькие, какие они ароматные. О, посмотрите, какие они у нас румяные стали. А? Красота. Супер. Все, достаем наши кёфтелер. И пока их откладываем, будем приниматься за поджарку. О, ну какая красота, Дуслар. Их уже можно есть. Их уже нужно есть, но чуть-чуть потерпим, пока наше блюдо будет полностью готово. Ну какая ароматная красота тут у нас из казана появляется. Посмотрите. Ох, шик. И, Дуслар, важный момент. Сейчас мы вот это масло, на котором готовилось наше мясо, наше кёфтелер, мы из казана извлечем и добавим туда топленое, потому что поджарку нашу будем делать на топленом масле. Это важный момент. Если будете делать это в разных посудах, учтите его. Все, Дуслар, казан наш я очистил от масла, которое там уже было. Кёфтелер наш я тоже отложил. И сейчас пока вот занимаюсь нарезкой
лука для нашей поджарки. В поджарке нашей будет лук, понятное дело, помидоры. Я тут немножко томатной пасты взял, так чуть-чуть для аромата, для запаха, для консистенции. И также будут перцы болгарские. Вот. Укроп и специи. Специи, быстро проговорю, это моя любимая зира. Черный перец, кориандр, паприка красная, чеснок, сушеный, молотый чеснок, перец черный, мы его размелим, кориандр молотый и соль. Мы это все смешаем, растолчем и отправим в нашу поджарку. Так, но прежде всего в казан добавим топленое масло. На нем будем готовить нашу поджарку. Какая она будет ароматная, Дуслар. Не поверите. Мне нужна ложка. Вот же она. Около 150-200 грамм топленого масла отправляем в казан. Прибрал дров из-под казана, чтобы огонь был не такой интенсивный, чтобы наш казан не раскаливать раньше времени. И немножко приоткрыл задвижку, чтобы пламя уходило из-под казана в трубу. Нам не надо, чтобы казан наш был сейчас сильно раскален. Вот. Но дрова уже нужно подбросить, задвижку задвинуть обратно. Этим мы сейчас и займемся. Делаем раз, делаем два, даже три. Так, и отправляем в казан лук. Помидоры, томаты наши режем на кубики и тоже отправляем в казан. Пока наш лук там прижаривается в этом замечательном, красивом, золотом, топленом, ароматном масле. И отправляем это все в казан. Свою шикарную новую песню запел казан, когда мы в него отправили томаты. Более что-то веселое в его нотках появилось. Теперь быстро-быстро принимаемся за перец, Дуслар. Перец тоже нарезаем соломкой. Так, и отправляем это тоже все в казан. Все, Дуслар, перец тоже у нас готов. Его в казан. Итак, я смотрю, что у нас достаточно сильное пламя под казаном, поэтому лишние дрова мы сейчас, смертельный номер будем проводить, мы их уберем в фурун, потому что нам тоже нужно фурун уже потихонечку поджигать. Так вот, давайте мы сейчас прервемся, исполним наш смертельный номер, не для кадра, к сожалению, и вернемся к вам. Так, все, мы провели все нужные наши манипуляции, махинации. И, как видите, у нас дымок появился вокруг фуруна. Это значит, что там уже дровишки тоже горят. Специи. Важный момент. Черный перец молотый, паприка. Мы это все смешиваем. Так, зира. Так, соль. Соль, конечно же. Соль. Кориандр молотый, сушеный молотый чеснок. Тоже туда отправляем. И сейчас мы это все растолчем и отправим в казан. Безжалостно. Так, побольше сушеного чеснока. У него тоже такой своеобразный, такой интересный аромат. Супер. Так, ага, вот моя толокушка. О, как это все ароматно, как это все красиво. И как это все будет вкусно. Уже немножко
Немного времени у нас осталось до того, как наше блюдо будет готово. Буквально полчаса, я думаю, в нашем фуруне и будет достаточно, потому что практически все ингредиенты у нас готовы. Ну все, специи наши, я думаю, готовы. Отправляем их в казан. Осталось туда же еще отправить укроп мелко нарезанный. Да, вот такой вот объемный у нас рецепт. Запоминайте или перематывайте. Специи внутрь. О, какая красота! Обожаю, вот, вы знаете, кто-то говорит, что осень – это печальное время года, а мне нравится осень в плане готовки. Это такое время, когда собран весь урожай, все такое красивое, золотистое, ароматное. Все, даем несколько минут еще обменяться нашей поджарки ароматами уже вместе с укропом. Смотрим, что у нас в фуруне. Опа. Ничего у нас не горит в фуруне. Все, передача окончена. Не получилось. А вот и он, Рустем Агадерович. Почему не горит? Мы сейчас подожжем заново. Надо его закрывать только тогда, когда оно все сгорело, угли расчистил. Оно сейчас дымит. Ну-ка, что там внутри открой? Я его положил, оно горело, а вот сейчас открываю, и оно не горит. Нет, он должен все сгореть, не должно дерево оставаться. А значит, что, костер никогда не разжигал? Я вот сейчас открыл, они потухли. Так ты закрыл доступ кислорода. Здесь же не поддувало, это древняя печь. Так. Его просто нагреваешь изнутри, потом угли оставляешь, там не должно дерево оставаться, только угли. Угу. Только потом закрываешь, когда гореть нечему. Все, ликбез проведен, сейчас исправимся. А вон тонкие накида, они быстро загорятся. Угу. Сейчас так и сделаем. Не эти. Итак, древним способом растапливания фуруна крымско-татарского меня сейчас обучил сам Рустем Агадерович. Потому что он пришел к себе домой, в свою замечательную атмосферную локацию, и видит какой-то неумеха. Вижу, как молодежь пытается что-то там в фурун и чинде делать. И ничего не получается у этой молодежи. Короче, Алим сегодня поломал вот эту... Четвертую стену. Нет, вот этого есть же поговорка «дыма без огня не бывает». Так. Вот, то есть ты нам доказал реально, что бывает дым без огня. Да. Мы это видели. Нет, ты виртуоз. Да? Ну, это наша задача рассказать, как это должно делаться. Да. Вот, то есть огонь горит внутри, там дальше, к задней стене. Ага. Потом облизываю купол, тем самым его нагреваю, и выходит отсюда. Все, технология простая. А когда огонь горит здесь, близко к выходу, то он не нагреется правильно. То есть неравномерно будет. Ну, конечно, вот здесь греется и все, а нам нужно же весь купол согреть. А там внизу под этими кирпичами еще 3, я не помню сколько, килограмм 20 соли и много набитого стекла. То есть соль как аккумулятор тепла, а стекло отражает лучистую энергию. Ну вот видите, я бы этого не рассказал. Да. Даже не знаю, потому что. Ну, тебе откуда знать? У вас, у современной молодежи, когда если вдруг света нету и без пьеза не зажигается печка, они теряются, понимаешь? И спичек дома нету в современных. У меня есть спички. Спички есть? Да. Ну, куришь, потому что. Нет, А зачем тебе спички? на всякий случай. Пережиток прошлого дома? Отец научил. О! Что дрова должны быть дома и спички. Ой, мы сейчас в таком месте были, в селе Богатырь. Там джами есть старый. И там петли есть, джами, и там сохранились ставни. С тех благословенных времен. Главное, эти ставни никто не отодрал, не сжег.
Вот они как были открыты Мгм. 70 лет назад, вот они так и стояли все это время. И они висят на тех петлях, которые были выкованы кузнецом до сих пор. Мгм. Видишь, как горит? Вижу. Видишь, как купол облизывает пламя? Да. Вот сейчас он когда... Сейчас он черный, мы только разожгли. Мгм. Потом, когда станет белым, все, это датчик указывает тебе, что температура достигла нужного уровня, и можно дождаться, когда потухнет Белым станет купол. купол изнутри. Да, изнутри. Мгм. Сверху Раскалится, он то белый от звездки. Какая еда будет готовиться? Нохотлы кёфте. Оно у нас, в принципе, сейчас все готово. Мы Я щас- думаю, этого жара хватит. Хватит? Да. Кирпичи уже тоже нагрелись. Мгм. Все, теперь ты когда блюдо туда ставишь, потом крышку закрываешь. Только потом. Я И все, это духовка понял, же. исправлюсь. Рустем Агадерович вот так быстро, полезно, интересно рассказал, поведал Ой, нам. просто кушать хочу. Сейчас скоро будет готово. Да, Надеюсь, из-за этого угостим. приехал. Все, цаунус, тогда мы Давай, возвращаемся пожалуйста. к готовке нашего Всё, блюда. если что, я здесь. Не стесняйтесь, Да. звоните, пишите. Приезжайте. Если что, Рустем Агадерович поделится с вами вот такой вот интересной, полезной крымско-татарской историей. Ну, а мы возвращаемся к нашему блюду нохотлы кефте. Вот достлар нохут, который мы весь выпуск от вас прятали. Мы сейчас возьмем вот такую замечательную посуду от Эльдара Гусенова. Мы сюда выкладываем на самый низ, запоминаем, нохот, который мы предварительно сварили. Он у нас красивенький, вкусненький, готовый практически. Сверху на нохот мы выкладываем кёфте. Тоже они замечательные, поджаристые, ароматные. Ах, красота! И будем сейчас на всю эту красоту выкладывать нашу поджарку. Ароматную. Ой-ой-ой, какая красота. Сейчас мы выложим, сделаем такую своеобразную шапочку из нашей замечательной поджарки. И всю эту красоту мы сейчас накроем прекрасной крышкой медной. Я вам сейчас ее покажу от Рустема Агадеровича. И отправим это все в фурун, обмениваться ароматами, насыщаться, превращаться в полноценное блюдо под названием нохотлы кёфте. Так. Ой, Дослар. Это моя отдельная любовь. Ароматы. Это просто фантастика. Вот так красивенько сделаем. Вот такая крышка. Посмотрите на нее внимательно, Дослар. Какая красота. Рустем Ага, напоминаю, помимо всего прочего, это, наверное, главное, он мастер-медник и делает потрясающе красивые вещи из меди. В нашем крымско-татарском национальном колорите вот этой крышкой замечательной я наше блюдо закрываю и отправляю его в фурун. Там, посмотрите, обратите внимание, пламя у нас погасло, открытого огня там нет. Мы это все дело раздвинули и вкладываем на освободившееся пространство нашу посуду. Ох, какой там жар! Закрываем это дело и засекаем полчаса. Ох, горячо. Горячо, аккуратненько. Так. Ставим, кладем на стол. Ох. Так. Так. Ну что, момент истины? О-хо-хо-хо, Дослар. Аромат просто невероятный. Давайте мы сейчас начнем с поджарки. Выложим себе достаточное количество поджарки. Так. Кёфте. Несколько штук. У нас сегодня получается блюдо почти что мясо с мясом. Потому как, напоминаю, многие елыболюляр называли нохут вторым мясом.
А жители Бахчисарая, например, или наши степные друзья Нугаи говорили, вообще называли нохут елубойским мясом. Вот так прям напрямую, не стесняясь. Потому как его употребляли наравне с мясом. Ой, какой у нас красивый нохут сегодня получился. Просто фантастика. Вот такая вот красота, Дуслар, получилась. Я пока это все мастерил, наелся лепешки, потому что очень уже голодный. Ну что, давайте пробовать уже наконец-то. Что у нас получилось? Давайте начнем с мяса. Меня волнует кёфте. Когда я был в Турции, я попробовал знаменитые киевские фрикадельки. Не помню, как они называются сейчас, как-то там они назывались. Так вот, наши кёфте смело могут с ними соперничать. Реально очень вкусно. Теперь нохот с поджаркой. Да. Дослар. У меня 3 да. Нохоту, нашим кёфте и нашей поджарке. 3 да. Они проходят дальше. В суперфинал нашего шоу Храм Татара Емеклера. Нет, это правда очень вкусно. Просто удовольствие. Ох. В который раз вас призываю. Выезжайте в наши прекрасные, чудесные, красивейшие места в нашем замечательном Крыму. Выезжайте, потому что готовить дома – это рутина, от этого немножко устаешь. А в таких местах как-то просыпается вдохновение, и все интересно, все красиво получается. Выезжайте, готовьте наши крымско-татарские блюда, подписывайтесь на наш канал, лайки поставьте, где бы вы это ни смотрели. И самое главное, готовьте наши, нет, это я уже говорил, смотрите Храм Татара Емеклера. С вами был Алим Аблаев, Ашат Лоусон, Рушкентик.